y estiras el cuello para que tengas un buen estiramiento más. Как охотники, на самом деле, не вжимаемся сильно. Видите, я вот по привычке. Это нужно вот так вот сжимать, да? Yes? Exactamente. Ребята, здравствуйте! Ну что, сегодня мы с великолепным другом Одрисом из Марокко решили дать вам интервью. Не только, ребята, мы стреляем спортинг, дальние мишени, или же обязательно компакт-спортинг, близкие мишени. Все охватываем то, что касается к стендовой стрельбе. Одрис сам с Марокко, и представилась такая хорошая возможность рассказать про такое супер замечательное, супер крутое ружье, друзья. DT-11. Давайте послушаем Odrisa. Hola, buenas. Mira, me llamo Odris, soy tirador de trap, juego con la Federación Marroquina y estamos aquí en España. Esta es una DT-11 Beretta, que es la mejor escopeta que me gusta para el trap. Y os explicaré más o menos lo que me enseñaron desde pequeño. Es un deporte bonito y viene de aparte de mis abuelos, me lo enseñaron así. Luego lo pasaron a mi padre me lo pasó a mí y ahora está con mi hermano, le estoy enseñando. Y os enseñaré lo más básico. El trap es un deporte bonito, muy contacto, gente amable, se puede pasarlo bien, es como jugar al golf. Y ya está, el trap, la manera que todo el mundo pregunta por qué estiramos el cuello. Porque cuando tú lo apoyas aquí, hay mucha gente, depende de la manera. Yo, por ejemplo, yo lo pongo aquí y bajo de una. Pero hay gente que aprieta más de lo normal para que controla bien la escopeta y tiene más ángulo y es mucho mejor. Давайте, ребята, покажем. Please. Es manera así, la pones a tu hombro aquí, de esta manera, apretas bien para que la tengas controlada y estiras el cuello para que tengas un buen estiramiento más flexible a la hora de moverte y tirar al plato. Si tú dejas aquí, a la hora de tirar al plato te sorprenderá, no hay movimiento, pero si estiras, lo dejas aquí en este ángulo, es mucho mejor. Más movimiento, más posición, más ángulo a todo el mundo, a todo. Y esta es la manera de tirar el trap. Esa es la posición correcta, exactamente, depende de cada uno. Y ya está, es un deporte bonito y muy guapo. Y a mí me gusta muchísimo y me gustaría que todo el mundo lo aprendiese. Y es económico más o menos. Y ya está, muchísimas gracias. Y ahora os pasaré a mi compañero Julen, que es un placer que está aquí. Y eso, muchísimas gracias. Мы разработали приклады Yakutian бренд. Именно наши приклады сегодня по России разрабатываются по онлайн. Мы делаем индивидуальные приклады, конкретно индивидуальные приклады под каждого, под любого охотника, чтобы он мог достигать цели. Заказывайте приклады и становитесь красавчиками. Ребята, очень здорово, видите, получить самые ключевые данные от эксперта в стрельбе дисциплины трап. Видите, стендовая стрельба, она есть по всему миру сегодня в земном шаре. Везде можно найти друзей. Мы сразу вот находим общение. Ну и я, во-первых, хочу спасибо тебе сказать, Одрис. Да, gracias тебе. И немного, конечно, ребята, за этот комментарий я хочу все-таки рассказать, пару слов вставить. Это Beretta DT-11. Beretta DT-11. Легендарное топовое ружье с регулируемым прикладом испанского происхождения. Производство Италия. Разные стволы идут. 71-е, 76-е, 81-е. В данном случае у нас идет ружье с 81-ми стволами по длине 81 сантиметр. Фиксы, никаких нету чоков. И ружье котируется среди стрелков во всех дисциплинах, в том плане, что с него стреляют, друзья, чемпионы. Конечно, мы спортингисты стреляем как охотники, на самом деле, не вжимаемся сильно. Видите, я вам по привычке чужой приклад. А в трапе, Одрис, это нужно вот так вот сжимать, да? Yes? Exactamente, sí, sí. Así Это вот так вот. Сейчас, ребята, опущу ружье. Видите, вот, да, какая специфика? Специфика? Sí, sí, sí. Специфика, окей, ага.
Везде по-разному, друзья. То есть получается трап это у нас угонные мишени, хаотично вылетающие. What specific trap? 200 kilómetros por hour, que sale a 200 kilómetros por hora y es un 5 segundos 6 que reaccionas y tiras. Es un ¡pum! Es más rápido el plato de lo normal y es muy guapo, es un deporte guapo, es muy guapo. Ребята, я смотрел, как он стреляет, он вообще, можно сказать, вообще не мазал, все попадал четко. Вот из этого данного ружья, друзья. ДТ-11, легендарное ружье марки Беретта. Конечно, есть выше СО5, но вот это ружье является сегодня флагманом в стендовой стрельбе. Поэтому, друзья, такое вот небольшое короткое видео. Давайте поаплодируем и поблагодарим за уделенное время стендовику Одрису из Марокко. Всего доброго, до скорой встречи. Igualmente, adiós, que vaya bien.